Все друг другу хорошим хотят быть. Ну, то есть все это, да? Врачи друг друга не хотят травить. Все повязано, да? Все у них, То все есть вы говорите, что... дружненько, коллективно работает. Они такие дружные. Они как раз в Герсене, я когда была, приезжали там на повышение, эти онкологи. И вот Герсен, заведующий, говорит, у вас такие дружные, такие хорошие, грамотные врачи, похвалила. Вот они дружные. То есть вы считаете, что они знали о вашем диагнозе еще в мае прошлого года? Да. Вы о нем Уже узнали? видно было. 75 соя, кровь 90, билиберум 4. По этим показателям, это общий анализ крови, сразу видно, что человек уже раком болеет. Еще метастаз. В Минздраве дочка, когда первый день пошла, чтобы определили меня в больницу, сразу там врач сказал, у вашей бабушки с метастазами рак запущен. Ну, то есть... Даже не глядя. А почему они это скрывали, на ваш взгляд? Ну, чтоб я не судилась. Они отсюда боятся, без работы останутся же. Сейчас у них повышение зарплаты идет, не дай бог, без места останутся от таких денег. Они же на маленькой зарплате, на 17 тысяч работали же в эти годы. Угу. А теперь у них, у участкового чуть ли не 140 тысяч будет. Сейчас у него уже под 90 идет зарплата. Место потеряет, образование потеряет. Им надо это, как раз перед этим повышением. До хорошей жизни дожили, и вдруг тут Стручкова помешает своими этими запущенным раком. Это видно, сразу видно. Пестерова вообще не приходит. Ей, наверное, стыдно очень. Она вообще ко мне не приходит. Вот лежу 5-ю неделю, да? После химии вышло, мне плохо было, до химии мне плохо было. Я вызывала ее, каждый день вызываю, да? Через заведующих, через замглавврачей, через регистратуры. У меня там записи, наверное, много в регистратуре. Мне уже самой стыдно в регистратуру звонить. Они меня уже все знают, что Пестерева нужна. Пусть приходит Пестерева. Пожалуйста, пусть приходит Пестерева. Ни разу не приходила. Как вы себя сейчас чувствуете? Ей, наверное, стыдно. Сейчас я вот это от укола страшно болею. Ночью вообще он мне боль дает. Я не встаю ночью. Днем немножко до туалета хожу. Уже сил нет. Все силы ушли. А вот вы говорите, что они специально вам старались наркотики прописать. Это вот Пестерева? Пестерева пишет, это наркотики. А зачем она это делает? Чтоб я умерла быстрее, от наркотиков же быстро умирает. А то я опять снова встану же. Я же в этом сентябре же встала, аж до Москвы долетела же, доползла. То есть имеется в виду, что они, наверное, хотят, чтобы человек принимал наркотики и тихо-тихо угасал, да? Ага. Не тихо, там наркотик быстро. Где-то полмесяца нужно больному человеку. А что за наркотики не говорят? Сильные. А эта дочка знает. Дочка, Наташка, наркотик-то на таким денег. Аж на 500 тысяч говорили, у них список. Наташка! Уйти. Угу. Наркотика таким денег. Ингаляцию браху на колени нет, пожалуйста. Тох наркотик. Били писаревана наркотик на товарда. Ким деньги? И не варда скарку. То есть они специально... Парамидол денег. Это обезболивающее, да? Промедол. Обезболивающее Наркотические наркотики. обезболивающие. Это на основе опиус, да? Опиум, настоящий. Настоящий опиум. А вы отказались в итоге от него? Ну вот 2 врача со мной лежали, что в сентябре лежала одна, что вот в этом
В мае, какой июне, мае она, в мае лежала. Второй врач. Они сказали, на опиум не надо переходить. Умирать буду, я же очень тяжело буду умирать. А у меня на несколько местах руки, ребра будут ломаться от рака. Все позвоночки, кости же ломаются от рака. У меня от метастаза, от опухоли. И они говорили, ничего не поможет. Поэтому лучше... На опиум не приходить, сказали. Поэтому я от этого опиума категорически отказываюсь вообще, если пока я в своем уме. Если психбольницу увезут, они там на опиум, конечно, посадят. Я уже сама там соглашусь, наверное. Это вы говорите Но это же система, на самом деле, проблема всей медицины Якутска, а не только первой поликлиники, видимо, да? Психбольницы, 4-я стадия запущенной форму с бесчисленным множеством метастазов человека. Психбольницу ложит. Нормально, да? Байшев, сам замглав врач по лечебной части. Кому обратиться? Как он сказал еще раз? Он сказал, что вы сказали, что у вас все болит? А он Нет, я с Пестеровой пошла стационар просить, на стационар в больницу. Угу. Он же стационар находит же. Главный замглав врача же, Байшев, первой поликлиники. Он у Пестеровой спрашивает, что у нее болит. У нее, говорит, все болит. Они, наверное, заранее сговорились. У меня не стала спрашивать, у Пестеровой спрашивает. Он палец поднял, у человека должен одно место болеть. Только одно место. Если все болит, я сейчас ее повезу в психбольницу. После этого они опиум мне принесли домой. Не смогли увезти. Я спряталась тут. Страшно. Если я начала бы их еще там ходить, вызывать, они бы меня точно попрятали бы, чтоб на опиум посадить. Да, ну это вообще... Давайте мы тут проблему Это поднимем. же вообще ужас. Вообще. Это преступление? Это же преступление настоящее. Преступление. Это уголовное? Я вот лежу, я молча 2 года терпела. Молчала вообще. Думаю, как же врачи так вот со мной обращаются. Потом, вот когда вот 5-я неделя я брошенная, вот тогда до меня дошло. Точно они меня умертвляют. Быстрее, чтоб я умерла, не судилась. Это первой поликлиника пойдет пятно. Если я не помогу, да, судиться начну. Я ни в одну газету, ни в одно телевидение никуда никогда не звонила, никуда никогда не жаловалась. Просто Блохина рассказала о том, что докладную написали. Это было вообще невозможно. На меня докладную написать. Я врачей, детей лечила, сама худо-бедно там зубы, все это лечила, уважала. Кого в этой жизни я врачей уважала. Поэтому никогда с врачами я не спорила. Молча, что они назначают, все исполняла, да? Угу. Вот 2 года я тяжело больная. Я в сентябре умирала. Я через месяц точно должна была умереть. Меня вот этим таргетными таблетками спасли, да? АСД. Я теперь вот чуть не умерла вот в мае месяце от метастаза. Химиотерапия спасла. Вот я пока говорю, да, я говорить-то не могла в мае месяце. Чего у меня метастаз был запущен. Ой, ужасно. И никто не приходил. Никто ничем не помогал. Ну, Это умышленно убивают людей врачи. И им людей убить это игра. А они в азарт, видимо, входят. Они же с мертвецами практику проходят. Поэтому что мертвецы, что живые люди им одинаковы. Что ты умираешь, что ты выздоравливаешь, и у них душа не болит. Если ты умираешь, надо умертвить. Вот у них задача. Ну, это, видимо, с деньгами связано, да, вот все-таки? Нет, хоть
какие деньги им давай, у них культура такая останется. Вот эти Пестерова, неужели миллион будет получать, у нее знание лучше станет, а? Человек сознательный, Ну, медик. имеется в виду, что вот вы сказали, что они думают не о людях, а о деньгах. Что они, пациент, в данном случае, они всего лишь средства для получения денег. Нет, даже у них деньги будут, они вряд ли лечить будут. Сознательный человек денег, без денег свою работу делает. Я сама Ростелеком инженер, да? Я работу себе делала, у меня деньги есть, нет, я не смотрела, у меня сколько зарплата, маленькая, большая. Вот 17 района 500 наследников связь обслуживала, да? Надо пропустить эту связь. Я должна пропустить. Хоть всю ночь, хоть неделями сидеть, но должна пропустить. О деньгах там не думаешь. Потому что это твоя специальность. Это ты сама выбрала, выучилась, да? Врачи же 9 лет учатся. Им хоть ты миллион вывали. Вот эта Пестерева такая же с большим останется. Еще разбогатеть, еще вообще этих, как нас называют, нищебродов. Вообще нищебродов даже в кабинет не пустят, будут брезгаться. Сейчас они сами нищие, поэтому еще в кабинет пускают. А если миллионы будут иметь, вряд ли там нищеброд будет ходить. Только богатые будут ходить.